Пишу 1 июня в 10 часов вечера в Старогладовской станице. Как я сюда попал, не знаю. Зачем, тоже. Пишет в 1851 году Лев Николаевич Толстой в своем дневнике. А спустя лишь год он отметит, что необдуманное решение поехать на Кавказ было внушено ему свыше. Литературно-этнографический музей, посвященный великому русскому писателю Льву Николаевичу Толстому, является филиалом Чечено-Ингушского краеведческого музея и расположен в 80 километрах к северо-востоку от столицы Чеченской Республики, станицы Старогладовская, где писатель провел несколько лет. Музей находится в бывшем школьном здании, построенном еще в 1913 году. Этой школе, первой в дореволюционной России в 1914 году, было присвоено имя Льва Николаевича Толстого. У нас около 3000 экспонатов различных фондов, из которых около 952 единицы основного фонда. У нас предметы в основном подлинные, они представляют эпоху пребывания Льва Николаевича Толстого. История создания музея уходит в далекие 60-е годы прошлого века, и связана она с именами русских педагогов. В 1959 году, 6 августа, в станицу Старогладовскую из Украины приехали супруги Радченко. Иван Кириллович – учитель истории, который был сразу же назначен директором Старогладовской средней школы, и Надежда Михайловна – филолог, краевед. За долгие годы работы с учащимися она зарекомендовала себя опытным педагогом. Ее ученики принимали участие во всех толстовских и других мероприятиях, как среди учащихся школ ЧССР, так и в масштабах Союза занимали всегда призовые места. Участники, школьники, члены краеведческого кружка, они собирали по станице у гребенских казаков предметы разные, то есть они заключали бытовые предметы. Создание музея началось с такого очень простого шага и, наверное, продолжилось благодаря тому, что в станицу часто начал наведываться корреспондент литературной России Юровский, который в свое время в своих публикациях уделял такое тщательное внимание именно нашей станице и считал, что она должна стать литературной колыбелью Толстого. В создании музея активную поддержку оказал местный библиофил Борис Сорокин. Первоначально это была всего лишь одна комната. С момента создания музея его посетили десятки тысяч людей со всех концов бывшего Советского Союза, из других стран и континентов. В 1978 году был проведен первый большой толстовский праздник в канун 150-летия со дня рождения Толстого. Во дворе музея установили привезенный из города Ленинграда памятник, работа видного ленинградского скульптора, лауреата Государственной премии Российской Федерации Василия Остапова. К нам приехали правнуки Толстого. Илья и Никита были профессора Московского университета. Они посетили место, где зародилась литературная деятельность их дальнего родственника. И Толстые провели десятки встреч в станице. Они посетили казачью свадьбу и уехали. В 2000-х специально созданная комиссия пришла к заключению, что здание, построенное в 1914 году, уже непригодно к эксплуатации. И глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал указание немедленно восстановить музей. На его месте за 4 месяца было возведено новое здание, выдержанное в стиле маленькой помещичьей усадьбы XIX века с колоннами. Мы работали без экспозиции 12 лет. У нас в то время, в 15 году, в 14, 13, 12 годах, пока у нас не было экспозиции, предметы были в хранилище фондов, мы проводили десятки разных мероприятий. У нас в 15 году в рамках года литературы было около 60 мероприятий, посвященных Толстому. У нас среди этих мероприятий было 2 научно-просветительские конференции ученические. Мы пригласили музей учащихся школ Шелковского района и учащихся школ Дагестана. Это был Талертинский, Гумбетовский район. Дети читали «Кавказский пленник» и Хаджи Мурата. Такое чтение состоялось. Здесь никакого экспонатов не было, здесь были пустые залы. Вот такая работа проводилась.
Экспозиция, представленная в музее, расположена в 4 залах и холле. Первый рассказывает о начале литературной деятельности великого писателя. Здесь, в станице, написана его первая книга «Детство», о его дружбе с молодыми чеченцами из Старого Юрта. В 3 году 19 века был такой случай, когда Содом и Сербиев с Толстым возвращались, сопровождая обоз в крепость Грозную. Содом и Сербиев, как пишет источник, поскакал на нагайском резвом скакуне, таком резвом скакуне, а под Толстым был и находит, и в тире, в скобках, служебная кляча называется. И Содом увидел впереди вооруженных людей, он понял, что будут принять Толстого, потому что он царский офицер, дворянин, за него могут выплатить деньги, и он это все осознал, взвесив, он поменялся лошадьми с ним, под Толстому отдал своего коня, и он сопровождал Толстого. Когда погоня настигала, то Содом, наводя ружье на преследовавших людей, кричал на чеченском. И вот, когда погоня была обита, Содом и Сербиев с Толстым находились в крепости Грозная. Толстой спросил его резко: «А ты что кричал на чеченском?» Он его спросил. И Содом ответил, что я кричал: «Стрелять буду». «А почему ты не стрелял?» Он спросил его. «А потому что ружье не было заряжено». Вот потом Толстой в дневнике записал, что Содом подвергал себя разным опасностям, чтобы угодить мне. Это он не считается за удаль, а на самом деле Содом и Сербиев ему доказывал, что, находясь на Кавказе, находясь рядом со мной, кем бы ты мне ни был, враг ты, друг ты должен быть под моей защитой. Во 2 зале собран интересный материал о повести «Казаки» из станицы Старогладовской времен Толстого и наших дней. В повести «Казаки» его философия ненасилия. Он говорит, что я друг и у чеченцев в горах, я друг и у нагайцев в степях, я друг и у среди казаков. И он говорит, что убили человека, если убили русского, убили человека, если убили чеченца. То есть он говорит, что людям нечего делить на земле и не должно быть вражды. То есть он противопоставляет пример, приводит себя, который везде со всеми дружит. 3 зал – это рассказ о военной службе Льва Николаевича на Кавказе. Он служил фейерверком, а высочайший указ о присвоении ему офицерского звания он получил после отъезда с Кавказа. В своем первом военном очерке, написанном здесь, он осудил Кавказскую войну как бессмысленную и жестокую. О повести Хаджи Мурат о последних годах жизни великого писателя рассказывает 4 зал. Тема экспозиции, расположенной в холле, Лев Толстой и Чечено-Ингушетия. По словам Салавди Загибова, первой квартирой Льва Николаевича в Старогладовской был дом казака Глушко на улице Красной, недалеко от музея. Сам дом не сохранился, но соответствующий духу времени быт воссоздан в расположенной рядом с музеем в экспозиции «Двор гребенского казака XIX века». Типологический уголок, состоящий в переднем дворе из летнего, зимнего жилых домов казака и горца, амбара, летней кухни в заднем дворе, хозяйственных построек – настоящий образец жизни и быта наших предков, при просмотре которых получаешь массу воспоминаний о прошлом. Экспозиция здесь сохранена и доступна посетителям, которую они с большим интересом просматривают. Совсем недавно в музее имени Льва Толстого представили новую экспозицию. Автором проекта выступила Екатерина Гущина, историк-исследователь. Она воплотила в ней свою давнюю мечту простым, доступным языком рассказать биографию автора, так, чтобы это стало запоминающимся ярким повествованием без традиционных скучных лекций.
Я написала пару лет назад книжку, которая называется «100 причин, почему плачет Лев Толстой». И с этого момента начался мой очень большой интерес к Льву Толстому. Это детская книжка. Она сделана в таком же комиксном формате, как вы здесь увидите. И некоторые картинки отсюда перекочевали сюда. И когда я узнала, что есть такой фестиваль, как «Аланика», который выбирает для 8 музеев Северного Кавказа небольших 8 художников, которые могут приехать и что-то создать. И когда я увидела, что среди них есть музей Льва Толстого, я не раздумывала ни минуты и отправила сюда заявку для того, чтобы сделать здесь что-то в своем стиле детское, веселое, интересное и про Толстого. Данная экспозиция представлена в виде графических рисунков, напоминающих комиксы. Концепция фестиваля, как и название, на другом языке рассказывает о языковом разнообразии мира. Такие таблички-трансформеры переводят слова с русского на чеченский и обратно. О важности музеев в жизни людей правильно выразился Бестужев и Рюмин, писавший: «Народ, желающий быть великим народом, должен знать свою историю. Велик тот народ, который ясно сознает свое историческое призвание». И мы с легкостью можем сказать, что музей – одно из самых могущественных средств воспитания народного самосознания. И данный музей этому подтверждение. Край дикий, в котором так странно и поэтически соединяются две самые противоположные вещи – война и свобода. Так назвал Кавказ классик. Он провел здесь 2 года, но писал о ней всю жизнь.